Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего совсем не ждете, но что точно с вами случится. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и загадайте свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Не ждете вы какого-то человека на порог, как незваный гость, неожиданный незваный гость. А человек ведь думает о вас постоянно и прям в сердечке своем дорогу в ваш дом, в вашу жизнь содержит. Вот как знакомый человек. Знакомый, но вы почему-то о нем не думаете, либо не ждете, либо вообще уже ни на что не надеетесь. А этот человек придет, цветок вам принесет. Цветок один, но он очень большой и красивый, как приглашение, предложение какое-то вам сделает. И идет этот человек в ваш дом, да, и в сердце содержит, и в голове содержит, и уже как для себя все решил. Вот прям появится у вас на пороге, вы аж ахнете. Да? Вот такая вот неожиданность. Для женщины мужчина придет, а для мужчины женщина появится. Тот, либо та, кого совсем уже не ждете, на кого уже не надеетесь. А человек придет, уже себе все решил, запланировал. Так, еще вы не надеетесь на какой-то прорыв, либо вам кажется, что шансы не равны, что у вас нет шансов, что слишком много более активных людей, чем вы, да, какая-то большая конкуренция. Но прорыв ждет именно вас. Вот прям прорветесь, станете лучше из лучших, либо лучшим из лучших. И как пальму первенства держите в руках. И за вами другие не могут поспеть, угнаться за вами не могут. Вы своих этих конкурентов просто далеко за спиной оставите. Как-то себя не верите, в свои силы, скорее всего, не верите. Но именно вам суждено прорваться, именно вам суждено добиться, оторваться от преследователей, от конкурентов. И прорыв, прям прорыв во всех смыслах слова. Вам быть первой, либо вам быть первым. Чего бы это ни касалось. Никто вас не остановит, и никто вам даже в подметке не годится. Помяните мое слово. Здесь именно прорыв показан. Здесь у меня женщина преображается. Причем преображается так, что самой приятно прям любоваться собой в зеркальном отражении. Вы как прекрасный цветок расцветаете. Да? Может быть, вы какие-то аппаратные процедуры проходили. Может быть, вы какие-то инъекции делали, да, уколы красоты. Может быть, вы записались к стилисту, да, и пойдете стрижечку обновите, либо цвет волос еще обновите. Что-то будет с вами такое происходить, что-то в вас будет меняться, что вы прям собой будете любоваться. Вам очень приятно будет смотреть на себя в зеркало, в зеркальное отражение, и прям восхищаетесь сами собой. То есть процедура пойдет во благо, будет виден результат, конкретный, четкий результат. Либо новый цвет волос, либо новая укладка, стрижка вам идеально подойдут, омолодят лет на 15-20. Прям собой будете любоваться, вам прям очень понравится. Я уж не говорю про всех остальных. Так, еще здесь показана чья-то беременность с правой стороны. Либо ваша, либо кого-то, кого вы знаете, родного даже, может быть. Животик-то растет, да. Ну что ж, детки — это хорошо, детки — это замечательно, и иногда так бывает.
Бывает, что вот не планировал, да, не думал, не гадал, либо уже считал, что все, у меня как бы это все обойдет стороной, мне уже это не грозит, а раз и получилось. Очень много разговоров будет по этому поводу, очень много. Какое-то еще ваше внутреннее беспокойство. Да, может быть, опять же, незапланированная беременность, ваша либо чья-то. Вот, и будете думать, что с этим делать, да, либо как дальше с этим жить. Но разговор будет очень много. И не все они веселые, да, будут моменты, когда вы будете сомневаться, либо переживать. Но, тем не менее, с правой стороны, значит, во благо, значит, так небеса решили. Вот прям беременность показали. Имейте это в виду, предохраняйтесь, либо принимайте как есть, да, ну что поделаешь. Случилось, так случилось. Так, еще слева. Слева показан человек, который ничего не делает. То ли лодырь, бездельник, то ли несостоятельный человек, да, просто не может, физически не может, не знает. Это человек, на кого все уже рукой махнули. Вот типа ничего не может, да, ничего не стоит, да, ничего не сделает, да, вот как-то так мне идет. Этот человек всех удивит. У него какая-то способность откроется, либо к чему-то талант. Этот человек за очень короткий срок очень многого добьется. Не могу сказать, какое отношение к вам имеет этот человек, но вы будете безумно рады. Рады тому, что человек себя нашел, себя обрел, свое дело по душе нашел, да, что что-то получилось, да, что какие-то результаты пошли. Может быть, даже никто не верил, но вы в душе надеялись, да, и вот, пожалуйста, это произойдет. Возможно, это ваш близкий человек. Но радость, вам от этого человека радость, а все остальные прям ухают, ахают, глазам своим поверить не могут, да, как в сомнениях находятся. Этот человек многого добьется, причем в очень сжатые короткие сроки. Как силы вернуться, либо как наконец-таки, да, человек придет к своему делу. Вот так мне идет. Очень будете счастливы, радостны, и прям такие потрясающие впечатления вас ждут. А вот здесь какого-то человека заберут. Причем я не могу сказать, куда и кто. Но заберут. Вот забирают. Чуть ли не насильно забирают. А может быть и насильно заберут. Но здесь вы выдыхаете. То есть, если этого человека заберут, либо в момент, когда человека забирают, вам легче становится. Да, может быть, этот человек там, был угрозой, либо какой-то коварный человек, либо преступник. Ну, в общем, вы просто выдохните, да, что этого человека забрали. Одного-двое забирают и влево уводят в неизвестном направлении. Вот как-то так мне идет, вот как заберут. Еще здесь кого-то из прошлого показывают, кто над каким-то разбитым, не знаю, разбитой тарелкой, тазик какой-то. Вот над чем-то разбитым человек плачет. Человек, который очень самонадеянным был, и человек, который вот как-то получил то, что вам обещал. Вот мне идет так, да, может быть, человек вам говорил, что ты без меня никто, ты без меня не сможешь, не справишься, там погибнешь, пятое, десятое. А теперь, получается, у этого человека вот жизнь разбилась, да, вот как на осколках своей жизни сидит и их оплакивает. То есть то, что вам человек пророчил, сам же и получил. Мне идет, что это мужчина, да, может быть, какой-то наглый бывший, либо какой-то прям самодур, да, который там вас пытался в ежовых рукавицах держать, себе подчинить. Вот на осколках своей жизни сидит и горько плачет. И то, что обещал вам, сам получил. И вы об этом узнаете. Прямо узнаете, да, человек может резко в один момент все потерять. Это может быть и там, деньги, имущество, также это может быть здоровье, да. Вот как резко один останется без ничего. Нам будет плакать. Так, еще вы не ждете, что какая-то тайна откроется, какой-то секрет, тайна. Тайна давно минувших дней. Много времени прошло, много времени. Но есть то ли свидетель, то ли очевидец, то ли тот, кто, может быть, как-то косвенно в этом всем участвовал. У человека совесть мучает, либо человеку как
недолго осталось, и человек решит вот как раскаяться, да, прощения попросить, либо человеку знание жить спокойно не дает, и надо с этим поделиться. Я вижу, что этот человек вас найдет, сам к вам придет и будет вам рассказывать. Очень витиевато, запутанно, но будет рассказывать о тайнах прошлого. Вы переживете просто бурю эмоций и долго будете об этом думать. Долго будете думать, да, вот как тайна раскроется. Я не могу сказать, о чем она, да, к сожалению, не могу. Вы все разные, отсыпка общая. Но тот, кто знает ответ, кто знает эту тайну, к вам сам придет и все расскажет. Так, прошлое как будто бы оживет перед вами. И еще, вот здесь показан момент, когда вы в кругу каких-то новых людей окажетесь. Людей, которые на вас совершенно не похожи. Может быть, это какие-то там супертворческие, либо селебрити, да, сильные мира сего. Может быть, люди какого-то маргинального образа жизни, да, который вы не поддерживаете. Может быть, очень религиозные люди. Но вот совершенно на вас не похожи. И в любых других условиях это было бы невозможно. А тут вот прям пришлось вам с этими людьми. И вижу, что вы будете общаться. И в процессе общения эти люди перед вами прям откроются с неожиданной стороны. Вы от этих людей очень много всего нового, интересного услышите, увидите, выслушаете, да, вот как новый мир откроется, либо новые горизонты. То есть эти люди вам будут очень интересны, и время вы проведете со смыслом, с толком, да, с пользой проведете время. Вот какие-то необычные, тут 2-3 человека. Вот, и вы с ними будете общаться. Сначала вы как-то подозрительно на них будете смотреть, а потом начнете общаться и прям поймете, что люди классные, замечательные, добрые. Вот какие-то вам новые горизонты откроют. Дальше вы не ждете, что какая-то женщина вам руку протянет. Женщина, от которой вы никогда добра не видели. Наоборот, какие-то оплеухи, погоняи, пинки, тычки, да, вот какие-то скверные, злые слова. И тут она вам протягивает руку. Вы аж испугаетесь. Вот она с протянутой рукой, а вы как солдатик стоите смирно, да, боитесь пошевелиться. Вы знаете, эта женщина будет с вами честна. И руку она вам протягивает не из злого умысла, а наоборот. Возможно, эта женщина наконец-таки что-то начала понимать про себя, про вас, про то, что вела себя дурно, что так нельзя. Не отвергайте эту руку. Здесь лучше забыть прошлое, примириться, принять ее помощь и, как говорится, с чистого листа начать. Для мужчин и для женщин одинаковое предсказание. Именно женщина протянет вам руку. Вот как нужна вам эта женщина, она это понимает, и она вам помогать станет, либо что-то для вас делать будет. Еще здесь показано, что будет штиль. Там, где шторм, там будет штиль. То есть сейчас это волны такие сильные, а потом вода станет гладкой, ровной, как стекло. То есть это какие-то бурные отношения, либо какой-то затянувшийся конфликт. Какое-то резкое изменение, когда люди просто вот прекратят ругаться, прекратят, может быть, вообще, в принципе, видеться, общаться. Вот как штиль настанет. То есть шторм уйдет, волны уйдут. Вот как-то резко в один момент. Я не могу сказать, почему, от чего, но вам кажется, что в этом шторме все потонут. На самом деле будет штиль, и уже никто не утонет. Да, вот как спокойствие будет. Может быть, это даже какие-то ваши общие знакомые, либо родственники, они очень сильно ругаются между собой, и вы не верите, что они смогут помириться, либо смогут успокоиться, что конфликт прекратится. Но именно так и будет. И еще образ большой галочки. Вот как, знаете, галочку ставят, вот как выполнено, сделано, дело сделано. Галочка у вас с левой стороны, над горой. А гора в виде человека. Может быть, человек какой-то слишком упрямый был, либо человек вам в чем-то отказывал, либо человек вам говорил, что я никогда этого не сделаю, даже не думай. Да, создавал вам такую серьезную проблему. Но галочку поставит. Галочка, кстати, и роспись еще значит. Вернее, не роспись, подпись. Вот. Так что тот, кто упрямился, тот, кто вел себя как огромная неприступная гора, все-таки галочку поставит. Либо в этом деле будет поставлена галочка, типа все сделано, либо готово. Это даже как подарок судьбы вам идет. Здесь как ангелы вмешиваются. Видите, над этой горой ангелы летают.
Да? Может, ангелы этому человеку нашепчут, что нельзя так себя вести. Негоже, грешно. Человек скажет: а ладно, будь что будет. Да? И галочка будет поставлена. Вот как проблема какая-то серьезная решится. Мне так идет. А вы уже не ждете, вы смирились. Вы такая: да, смотреть даже туда не буду, думать об этом не стану. Как-то смирились, смиренно смотрите на всю эту ситуацию. Но галочка будет поставлена. Радуга еще показана с правой стороны. Радуга над вашим домом, над местом, где вы проживаете. Кстати, может быть и не только дом, семья может быть. Радуга у вас очень красивая и радуга высокая. Какая-то радость придет в ваш дом, в вашу семью. Что-то неожиданное, что-то нежданное, что-то прекрасное, что всем прям зайдет, всем понравится. Вот как счастьем дом озарится ваш, либо лица всех ваших близких счастьем озарятся. Что-то прекрасное произойдет. Прекрасное, чудесное, надолго запоминающееся. Да? Вот хороший момент. Радуга всегда к хорошему. А вот здесь показано, что кто-то вам сдается. Сдается, причем без боя, можно так сказать. Человек сдастся, либо станет на вашу сторону, либо примет ваше решение, мнение. Человек, который не будет спорить и не будет сопротивляться. Вот как-то легко у вас получится. Может быть, вы там настроены на 12 раундов, да, честной борьбы, а человек такой: не, все, я согласен, либо я согласна. Это будет самая легкая победа в вашей жизни. Хотя вы прям готовитесь, настраиваетесь, я это вижу. Слабо верите в результат, но драться не придется, сражаться не придется. Человек сразу же соглашается, без боя сдается. Еще показывают кого-то, кто в подвешенном состоянии находится. Либо вы в подвешенном состоянии, вот как от вас ничего не зависит, либо вы понимаете, что вы бессильны на что-то повлиять. Либо какой-то человек, который вот лишился сил, лишился возможностей. Человек, который ни на что решиться не может. Вот кто-то в подвешенном состоянии встанет на ноги, как переворот его ждет. Но тут опять же судьба как будто бы переворачивает. Обрести силу, обрести уверенность в себе, принять решение, да, взяться за дело. Хороший знак. Застой, вот застой у кого-то в жизни, да, из застоя выйти и уже влиять на свою жизнь, уже стать у руля своей жизни и определяться, что вам нужно, куда вам нужно, с кем вам нужно, когда вам нужно, да. Вот именно судьба переворачивает, помогает встать на ноги. Ну, тут больше похоже на прилив сил, прилив энергии, либо вот этот момент, когда все сдвигается с мертвой точки, да? Вот, может быть, вас какие-то силы удерживали, в блок вас поставили. Вот теперь судьба перевернет, на ножки встанете и пойдете своим путем, своей дорожкой. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.